Более 300 представителей мусульманского духовенства приняли участие в гражданском форуме «За духовное единство нации», где поднимались вопросы патриотизма, социальной и гражданской активности мусульман и их участия в общественной жизни страны. Обсудим подробно прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами муфтий Башкортостана Айнур Хазрат Бергалин. Айнур Хазрат, здравствуйте. Доброго дня. Спасибо, что вы пришли к нам на интервью. Расскажите, почему возникла идея провести форум, и какие главные, на ваш взгляд, заявления прозвучали? Форум этот напрашивался давно. Не то что форум, а сам посыл форума. То, что мы его в этот раз назвали именно гражданским. Это не религиозный только. Гражданский прежде всего из-за того, что наши верующие, что мусульмане, что христиане, что иудеи, что другие представители духовенства и верующие люди, это прежде всего граждане нашей большой многонациональной, многоконфессиональной России. То, что посыл был такой, что вне зависимости от того, ты христианин, мусульманин или иудей, или еще другой конфессии, ты прежде всего гражданин нашей страны, у тебя прежде всего есть гражданские обязательства. То, что доносили еще раскрывали нераскрытые темы. Многие думают, если верующий человек не раскрывает какую-либо тему или не говорит об этом, значит у них этого в их вере нет. Но напротив, если о чем-то не говорим, значит это самой собой разумеющееся. А какие темы не раскрытые? На сегодняшний день не раскрыты темы накануне больших мероприятий, которые ожидаются в нашей стране. Это перепись населения, когда требуется от всего населения России, социальная активность требуется. Там верующие люди должны проявить свою социальную, гражданскую активность и ответственность. И выборы в Государственную Думу. Многие верующие иногда думают, что если духовный лидер не говорят про это, значит, наверное, мы где-то в стороне останемся. Но нет, верующий человек – это прежде всего человек, ответственный за то место, в котором он проживает. Он должен отдать свой выбор, он должен принести что-то благое. Есть аят в Коране, если человек сделает хотя бы с весом в пылинку что-то доброе, то он за это обязательно получит воздаяние. И наоборот, если он сделает что-то в пылинку из плохого, то он за это обязательно получит воздаяние. То есть в этом случае, если мы отдадим свои голоса, если мы отдадим свое предпочтение за того человека, за ту идею какой-нибудь определенной партии, которая принесет нам благо, то почему мусульманин, почему верующий другой человек не должен этого сделать? Конечно же, он это должен делать, и это в ответственность ему вменен. Поэтому мы вот эти темы подняли, тему гражданского долга, активной политической, социальной позиции, потому что верующие люди – это люди общинные, и человек, который проживает в общежитии в одной стране, мы проживаем в большом социуме, мы люди социальные, также и речь, и разум формируются только в социуме, и нет человека, который, как бы эффект Маугли, если человек живет животными, он превращается в животное. Если человек хочет стать человеком, он должен жить среди людей. Если живешь среди людей, будь добр, участвуй во всех общественно важных событиях той местности и социума, в котором ты проживаешь. Мы эти темы подняли, и духовенство очень позитивно, хорошо это восприняло. Духовное управление мусульман Башкортостана, по сути, теперь получается такой объединяющей силой. Куда вы планируете направить энергию? Духовное управление, многие люди говорят, если видят стереотип, я пришел даже сегодня в гражданской более одежде, потому что хочу показать то, что муфтий, священнослужитель, хоть кто, хоть любой верующий, он прежде всего обычный человек, гражданин. И мы также, помимо всех дел, связанных с Господом, со Всевышним, это кроме поклонения, кроме уразы, поста, кроме индивидуальных вещей, связывающих нас со Всевышним, занимаемся также активно полезными вещами, благотворительностью, волонтерством, помощью погорельцам, помощью обездоленным.
Многие люди говорят, вот почему мечети строятся, вот наше последнее интервью очень много резонанса вызвал, почему сельские клубы закрываются, школы там закрываются, а мечети строятся. Но, извините меня, но помимо мечетей, мы же мечети, во-первых, строим на деньги прихожан и на деньги самих верующих. Помимо этого, наши верующие помогают и в строительствах, и в ремонтах школ, и проводят социально важные мероприятия для всего населения, и активно участвуют в жизнедеятельности страны в целом. Духовное управление мусульман, 850 приходов зарегистрированных. У нас огромный человеческий ресурс, огромный ресурс неравнодушных людей. Я же говорю, верующий человек – это неравнодушный человек ко всему происходящему у него вокруг. Любящий свою страну, любящий граждан, которые проживают рядом с ним. И мы как раз-таки хотим и направляем наш весь потенциал на урегулирование взаимоотношений между людьми в благое русло. Это во-первых. Во-вторых, это принести максимум пользы в ту местность, в которой мы проживаем, и принести пользу всему человечеству. Мы также активно поддерживаем на сегодняшний день это волонтерство, это добровольчество. Волонтер и человек верующий – это тот человек, который ставит интересы общества выше своих интересов. Он прежде всего сделает полезное для общества, а потом только, как говорится, подумает о себе. Вот поэтому мы направляем свою созидательную энергию в такие русла. Это помощь окружающим. Активно боролись в этом году с пожарами. Боремся и продолжаем нашу борьбу с ковидом. Вот мы выездные лекции проводим. Вы видите, наверное, мы где-то за последний месяц 11 городов будем посещать. А в эти города собираем людей из ближайших регионов. Мы определили 11 кустов. И, значит, мы награждаем наших медиков, вне зависимости от вероисповедания, башкиры, русские, чуваши, марийцы, нет никакой разницы. Ну, то есть вы работаете вместе с муниципалитетами? Активно, очень тесно. Награждаем врачей, которые боролись с ковидом, потому что мы должны отметить, мы должны подчеркнуть их важность, потому что они на самом деле в самый трудный период, от них зависит жизнь многих людей. Это они причины нашего здоровья. Поэтому награждаем их, награждаем наших волонтеров, вне зависимости от нации и вероисповедания, потому что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит, тот, кто не благодарит людей, тот не благодарит Всевышнего. Мы должны благодарность объявлять. Мы объявляем его не только от своего имени, не от имени только мусульман. Мы это объявляем от имени нашего общества, нашей республики, нашей страны, от имени граждан. Мы, граждане России, благодарим, о уважаемые медики, о уважаемые добровольцы, за ваш труд, за ваш вклад, за наше спасение. Благодарим их, и такой положительный отклик от них получаем, обратную связь, просто радостные, пишут, благодарят, некоторые плачут даже, наконец-то, говорят, и до нас очередь дошла, вы нас отметили. Поэтому вот мы такие мероприятия проводим и собираемся вот это дело продолжить и улучшать тот мир, в котором мы пребываем. На форуме вы выступили с программной речью относительно места мусульман в жизни страны. Да? Вот как вы понимаете, в какой точке сейчас находится и куда планируете двигаться? Место мусульман мне очень сильно нравилось, а теперь еще больше нравится. У нас и в Конституции упоминание Бога сейчас есть. И Владимир Владимирович, наш президент, сейчас упоминает и Библию, и Коран упоминает. И причем упоминает именно те аяты, которые на самом деле подходят на это место, не просто там из контекста, а вот прям в точку, как говорится, указывает. Ну, например, давайте это тоже обозначим. Он говорит то, что вспомните милость Всевышнего, вы были врагами, но по милости Всевышнего вы стали друзьями. И прям упоминает про веру, про то, что мусульмане, во-первых, должны стать друзьями, а потом во втором смысле он упоминает на взаимоотношения России с исламским миром. То у России есть несколько уникальных моментов. Это
многонациональность и многоконфессиональность. У России есть как ключи как и к христианскому миру, так и есть в виде мусульман ключи к арабско-исламскому миру. И наша страна в последнее время начала их очень правильно использовать. И очень сильную помощь мусульмане сегодня получают со стороны нашего государства. Это очень всех верующих радует. Поэтому, я же говорю, вот в последнее время мы наблюдаем очень много положительных изменений. Это и финансовая поддержка, это и какие-то мусульманские праздники, которые приравнены государственным праздникам. Это и недавно, вот скоро нас ожидает 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии. На государственном уровне празднуется. Это, конечно, положительная динамика, очень положительные изменения. Поэтому мусульмане в сегодняшний день должны, не то что должны понимать это все, оценить это все и правильным образом отозваться на это. То есть, если вот посмотрим, какое отношение было еще несколько десятилетий назад. То есть, религия была под запретом, сносились церкви, сносились мечети, а сегодня что? Сегодня там льготы для строительства мечети или храма, без торгов земли выдаются, где какое мероприятие проходит, начиная со школы, линейки, каких-то государственных праздников, даже военкоматы, в тюрьмы зовут священнослужителя и имама. Прочитайте Хазрат лекцию. Вот когда это было видно? Дайте человека, открывайте религиозные, патриотические клубы, занимайтесь молодежью. Если раньше мы, верующие, боялись этого, а сегодня наоборот, мы не успеваем, как говорится, отрабатывать те заявки, которые к нам поступают со стороны нашего государства. Поэтому мусульманин должен роль государства оценивать правильно. И мы его хотим подать правильно, потому что если мы его официальное духовенство не будем подавать, то всякие экстремистского толка проповедники, а-ля проповедники, или другие люди, которые из-за границы очень много влияния, даже русскоязычного, допустим, вот кто-то из Индии русский язык будто бы выучил для того, чтобы помочь русскоязычным мусульманам. Но это же надо понимать, что кто из Индии будет помогать нашим мусульманам. Они только хотят какое-то влияние начать оказывать, не положительное. Поэтому мы сейчас в России развиваем свой российский именно ислам, свой традиционный, как говорится, для каждой местности ислам, подаем правильную информацию, выстраиваем правильные взаимоотношения между обычными гражданами, верующими мусульманами и с государством, с которым они проживают. Поэтому мусульман надо быть радостным и правильным образом реагировать, стать примерным гражданином своей страны. Время объединяться, Айнур Хазрат. Если коротко, у нас время. Время объединяться давно уже. Время понимать и ценить это объединение. Ценить в красивом форме жить и процветать. Спасибо вам большое. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире БСТ был муфтий Башкортостана Айнур Хазрат Бергалин. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.